Пожар на подстанции ЕПИТ произошел в среду 28 июня примерно в 11:40. Очаг возгорания находится вот в этом помещении за моей спиной. Пожар тушили два пожарных расчета примерно 40 минут. Сначала загорелся крун. Простыми словами, это помещение, в котором располагаются отдельные ячейки, которые собираются вместе и служат для приема и распределения электрического тока. От него пожар мгновенно перекинулся на ближайший трансформатор. В это время на месте находился дежурный электрик Ишхан Мартиросян. В 11:40 я увидел, вот воспламенялся вот эта верхушка. А потом отсюда, когда дым вышел, вот, и это считается вот, который идет с высокого на низкий, вот. И тот тоже начал, да, тот тоже начал, да, возгораться. Так, только этот разбираются ребята. Ну, пока неизвестно, да? Пока неизвестно, разберутся. Где-то от токовой осечки. Вот. А вот в этом круне вообще что расположено? Оно там напряжение как-то, да? Ну, здесь 10 киловольт и где-то 300 ампер на первой секции, где-то 280 на второй секции. Это нормированные нагрузки. Вот. Ни больше, ни меньше. В общем, по сегодняшний день это считается нормированные нагрузки. Да. От этого перегруза, от максималки не должен был быть. Вот я что имею в виду. Это все где-то что-то от короткого замыкания. Вот, от короткого замыкания вот так вот отдало туда. А скажите, пожалуйста, что пострадало? Пострадало, значит, вот что. Значит, часть секции пострадала с фидерами 10 киловольт. Количество там 5-6 секций. Все это надо убрать, это она выгорела. И, значит, сам трансформатор силовой, 67 мегаваттный. В результате пожара без света осталась часть столицы. Бригада Черноморэнерго сразу же приступили к постройке линий 10 киловольт, чтобы связать подстанции ЕПИТ и Баслат. Это позволило подать напряжение в село Яштхва. По сухому специалисты СОЭС наладили энергосистему города для подачи напряжения по аварийным схемам. Здесь напряжения нету, мы привезли генератор, чтобы подать напряжение, моторчик включить и скачать масло с этого трансформатора, который сгорел. А чтобы свет был, да? Да, это чисто, чтобы включить наши моторы, чтобы скачать масло с этого трансформатора. А какие примерно районы без света? Сейчас половина города, и район ЕПИТ, Пятизарье, часть какая-то. А через сколько примерно восстановится? Ой, сказать не могу, но я думаю, полностью восстановят к вечеру, потому что там резервными этими хотят подать напряжение через Сухум-1, через Баслат. При этом главное, сколько часов выдержат нагрузку воздушные и кабельные линии. Ведь времени должно хватить до конца запуска одного из трансформаторов. На подстанции ЕПИТ 2 трансформатора. Один из них сгорел, второй в результате аварии не функционировал. На момент съемки специалисты Черноморэнерго сообщили, что к вечеру есть вероятность запустить один из 2 трансформаторов. У нас есть, к счастью, запасной трансформатор, его надо будет сюда поставить, смонтировать и ввести в работу. А вот замену этого трансформатора обеспечит стабильное электричество, получится? Обеспечит. По мощности он побольше, это 16 мегаватт, а то 25 мегаватт. Так что по запасу мощности будет обеспечивать. А остальное, как говорится, тут много всяких огрехов и по сетям, и по состоянию оборудования. Все это уже довольно старое, потрепанное, поэтому тут на 100% надежность его надежды нет. Тем более линии перегружены все. Вот это вот сказывается на работе нашего города. Гугу Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.